ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 10:00, заседание Горсовета. На повестке дня 7 вопросов, за большую часть из которых голосуют без заслушивания. Более пристальное внимание уделили теме присуждения наградного знака за заслуги перед Ухтой. Резонно было бы предположить, что его готовы присудить жителю города, но не в этот раз. Коллектив больницы номер 1 выступил с инициативой наградить ректора Ижевской медицинской госакадемии Николая Стрелкова. От лица ухтинских медиков просьбу озвучил главврач. При содействии Николая Сергеевича, начиная с 1997 года по сегодняшний день, мы регулярно организовываем выездные циклы повышения квалификации для врачей-хирургов города Ухты и всей республики Коми. Было организовано более 20 тематических циклов повышения квалификации для врачей-хирургов по внедрению новых технологий лечения и диагностики пациентов, которые посетило 287 хирургов республики Коми. Лично с Николаем Сергеевичем было проведено 25 показательных операций на базе Ухтинской городской больницы номер 1. Проконсультировано 136 пациентов. К тому же ректор академии ходатайствовал о выделении целевых мест для выпускников школ Ухты, чтобы они смогли учиться. Благодаря этому в 2015-2016 годах 16 выпускников отправились в Ижевск. Учитывая все это, депутаты единогласно проголосовали наградить врача. Точно так же, без возражений, был решен вопрос о народной дружине на территории МУГО. Установить границы территорий, на которых создана народная дружина администрации МУГО Ухта. Территорию муниципального образования городского округа Ухта. Данное принятие решения не несет финансовых затрат, не повлечет изменений финансовых обязательств МУГО Ухта, а также дополнительных расходов, привлекаемых за счет средств местного бюджета. То есть приводится просто в соответствии с 44-м федеральным законом и оговаривается действие народной дружины, которая у нас уже создана. Сегодня дружина всего муниципального образования насчитывает порядка 40 человек в разных населенных пунктах. С принятием Советом нынешнего решения каких-либо кардинальных перемен не ожидается. Следующее очередное заседание депутатов назначено на ноябрь, но еще в октябре они должны будут обсудить вопросы бюджета.